Проект «Вникай» продолжается. Это значит, что мы с вами сегодня еще раз сможем окунуться в эти сумасшедшие эмоции, которые подарила нам сыктывкарская профессиональная женская баскетбольная команда «Ника Лузалес». Девчонки впервые вышли в финал российской премьер-лиги и взяли серебро, которое стало для Республики Коми дороже, чем золото. Сегодня мы узнаем, как стало это возможно, у главного тренера Ника Лузалес, мастера спорта по баскетболу Ольги Дорониной. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга играла за родную Зыряночку, а затем за Оренбургскую Надежду. Была членом студенческой сборной России и участвовала в универсиаде в турецком Измире. Наша гостья знает самые сокровенные секреты северного баскетбола, а наши зрители и болельщики интересуются, как Ольга совмещает тренерскую работу, материнство и женские обязанности. Итак, вы готовы? Да. Вникаем с Ольгой Дорониной. Ольга, хотели бы вас искренне поздравить с назначением. Мы уверены, что следующий сезон будет удачный. А сегодня хотели бы поговорить об итогах уходящего сезона. Ника Лузалес под вашим руководством его завершила феерично. Как это было? Насколько сложно и довольны ли вы результатом? На самом деле, когда мы только начинали, когда меня оставили в роли главного тренера, было очень сложно. Мы были в довольно сложном положении, и в команде внутри было сильное напряжение, потому что, несмотря на то, что мы имели неплохой состав, мы были на 7-м месте. Вот. Нам предстоял выезд в Новосибирск. В Новосибирске мы с большим трудом, но выиграли. А затем проиграли 2 игры подряд. Это команде МБА и дома, и на выезде команде Красноярска. В этот момент мы уже были даже к 8-му месту близки. Поэтому вот то напряжение, которое было в тот момент, и те эмоции, которые мы тогда испытывали, конечно, хорошими их не назовешь. И в тот момент я абсолютно не могла подумать о том, что сезон может закончиться так здорово. Вот. Потом, после перерыва, который, дается перерыв на сборные, был перерыв 2 недели. За это время мы как-то немножко с командой поработали, чуть-чуть набрали форму, чуть-чуть перестроили свою игру, и удалось нам победить на выезде с командами МБА и с Самарой. 2 команды, первые встречи, где мы одержали, скажем так, победы, и которые дали нам уверенность, что, может быть, все не так плохо, и мы сможем все-таки вытянуть этот сезон. Ну и потом от игры к игре, что называется, степ-бай-степ, мы шли к победам. Последняя игра регулярного этапа, она была против Красноярска дома, и эта, скажем, встреча была решающей. И какое место мы займем, 5-е или 6-е в регулярке, и на какого соперника попадем. И нам очень нужна была победа. Мы должны были быть 5-ми, но были не в самой лучшей форме, потому что приехали опять же с Новосибирска, были уставшими, и я помню, что команда как раз в тот момент находилась немножко в яме, и в эмоциональной, и физической, но наш капитан Настя Лагунова повела нас за собой в той игре. Она действительно проявила там характер и показала команде, что мы должны бороться, идти до конца. И в той игре мы победили. И это позволило нам стать 5-ми в регулярке. И что было дальше, я думаю, что все уже наблюдали с интересом, потому что до этого, скажем так, никто в нас не верил. Но чем ближе был плей-офф, тем, опять же, люди разворачивались к нам лицом, что называется, и начинали верить в нас. И у нас должны были быть игры в плей-оффе в четвертьфинале с командой Оренбург. Но мы понимали, что мы очень равные команды с Оренбургом. У нас примерно равный состав, скажем, примерно равная ротация. Конечно, там очень сильный тренер сборной России Ковалев Александр Анатольевич. И, конечно, мы понимали, что ждут нас очень непростые игры. И в тот момент зайти в 4-ку для меня это было пределом мечтаний. И я думаю, что, может быть, и для многих окружающих, потому что сезон так складывался, что все еще
скажем, победы казались чудом, и любая победа, про которую писали, ну, она озвучивалась именно как чудо. Вот опять там Ника выиграла, вы посмотрите, как это происходит, Ника выиграла. Вот. И когда мы заходили в четвертьфинал, у нас была одна задача – быть в четверке. Потому что, знаете, был прецедент, в прошлом году мы играли за 5-8, а когда команда амбициозная, игроки привыкли играть на более высоких местах, мотивировать их играть внизу очень сложно. И мы, к сожалению, в прошлом году вот оступились, были 8-ми именно поэтому, потому что команда действительно должна была играть за более высокие места, но так сложилось, что мы упали вниз, и внизу, ну, это нас сломило, скажем так, и внизу мы не смогли уже найти в себе силы, чтобы бороться, ну, хотя бы за 5-е там место, да. Вот, к сожалению, так вышло в прошлом году. В этом году в связи с этим у меня была одна мысль все время в голове на стадии четвертьфинала, думаю, только бы не вниз, только не вниз. Я не думала о медалях в тот момент, хотелось просто быть в четверке. Вот. Ну, первую игру девчонки дали просто фееричный баскетбол, играли, не знаю, это, наверное, самая была яркая игра сезона. Процент был какой-то невероятный, трехочковый, я помню, что-то там под 60. На самом деле это не так часто происходит в женском баскетболе, я имею в виду командный процент был 60, и это было здорово. Вот. Была прекрасная игра на кураже, мы как-то очень легко справились с Надеждой, вот, и в хорошем настроении поехали в Оренбург. Но там все произошло, вы помните, с точностью да наоборот. Команда Оренбурга вышла максимально настроенная, и как раз они в том матче показали запредельный, скажем, и процент, и запредельный настрой. И я помню, когда мы разговаривали с Русланом Николаевичем в перерыве, вот он тоже тогда сказал, что если ты увидишь, что команда не играет, надо будет, ну, как-то вот отдавать, наверное, потому что нужно сохранить силы на вторую игру. Ну, вот как раз в третьей четверти я понимаю, что, да, команда стала подбираться ближе к Надежде. Мы там очень много провалились в первой половине. И когда мы стали подбираться, я вижу, что все равно сил нам не хватает. Поэтому я в третьей четверти уже приняла решение, что будем играть в следующую игру. Ну и потихоньку мы сбавили обороты, дали отдохнуть основным игрокам. Вот, поэтому в связи с этим был большой проигрыш. И, скажем, мы проиграли достаточно была большая разница. Вот. Ну и на следующий день мы вышли, у меня была мысль, что Оренбург не может 2 игры подряд играть на высоком уровне и давать вот такой хороший результат. Но оказалось не так. Они вышли опять же с максимальным настроем, они снова начали очень быстрый баскетбол играть и хороший процент давали. Я все на это смотрела, думаю, ну откуда у них силы? Да ну нет, ну не должно же их хватить. Ну, так и вышло. Вот в третьей-четвертой четверти как бы фортуна повернулась в нашу сторону. Мы продолжали, скажем так, бороться и делать над собой усилия. Надо сказать, что в этом плане наша команда действительно в этом году в каждой игре боролась до конца, там, где ей это позволяли, и проявляла характер. И да, мы с минус 16 отыгрались и выиграли тот матч. Вот, когда мы выиграли этот матч, соответственно, мы поняли, что мы в четверке. И скажем так, что думали, что в принципе наши задачи на сезон вроде как выполнены. Но Руслан Николаевич решил по-другому. Он опять же пришел, поговорил с нами, сказал, что девушки, мы способны на большее, мы должны идти дальше. Хотя верила с трудом в том, что полуфинал у нас был с Курском. Курск на тот момент был действующим чемпионом регулярки. Вот. И я думаю, что мало кто верил, что в финале будем мы. Вот. Ну, что произошло в финале, вы тоже все помните. Мы поехали. Получилось так, что мы сыграли 2 игры с Надеждой, и они были очень эмоциональными, очень энергозатратными. Мы практически все отдали, что могли.
И так как мы заходили снизу, ну, то есть мы были пятыми, соответственно, везде преимущество площадки было у тех, кто был вверху. То есть у Надежды, мы играли там 2 игры, дальше преимущество площадки было у Курска, поэтому мы начинали опять же на выезде. А они четвертьфинал прошли легко, то есть у них было всего 2 игры, они легко там выиграли, без особых эмоций. Понятно, что команда чемпионская, у них притязания высокие, и, скажем так, на стадии четвертьфинала они много не потратили эмоций, в отличие от нас. И мы приехали к ним, вот, получается, с выезда сразу, то есть если мы приехали из Оренбурга сразу в Курск. И, ну, я не знаю, понимают люди, как бы, ну, те, кто, например, не в спорте, насколько это тяжело или нет. Я вам скажу, что вот эти внешние факторы, они очень большое влияние оказывают на состояние команды. То есть, когда ты играешь дома, когда ты отдохнувший, это одно. Когда ты потратил много сил, выплеснулся, как эмоционально, так и физически, еще даже не заезжая домой, ты едешь играть в Курск, да, едешь на выезд, это крайне тяжело. И мы понимали, что, скорее всего, ну, в этой игре мы не сможем дать бой. Вот. Так и получилось, мы проиграли много. Там Курск, ну, праздновал победу довольно легко. Ну, мы приехали домой, чуть-чуть отдохнули, чуть-чуть, скажем, набрались сил. И в интервью в Курске я говорила, что мы просто так не сдадимся. Вот, и что обязательно дадим бой, и, в принципе, команда меня в этом поддержала. То есть в этот момент я уже в них верила, потому что не в них, а в нас. Я верила, что нам точно по силам одержать домашнюю победу, что точно нам по силам дать бой этой команде, несмотря на эти минус 20. И так и вышло, то есть мы победили, может быть, с небольшой разницей, плюс 4, но неважно, там же не по очкам идет, а именно победы, поэтому мы сравняли счет, и этот счет стал 1-1, и дальше была уже, скажем так, игра опять на выезде в Курске. Ну, я думаю, тут сыграла роль уже не только наша, скажем, вера в победу и вера в то, что мы можем, но и вот какая-то потеря, не знаю, уверенности в себе, что ли, со стороны Курска. То есть они немножко зажались, они не играли так, как они обычно играют. Это было видно. Они стали переживать за результат, потому что все-таки команда чемпионов, да, тут вроде как проиграли в Сыктывкаре, и все снова с нуля начинать. И на самом деле мы прям чувствовали, что они были зажатые. А наша команда, наоборот, мы как-то взялись и с самого начала повели, и с самого начала держали эту игру под контролем, и в конце концов победили. Это было невероятно. Хотя вот именно в той игре столько вот эмоций, как, например, с Надеждой, когда победили мы Надежду третью, вернее, игру, вот таких эмоций не было. То есть либо мы уже настолько вот устали к этому моменту, настолько уже как-то потратили слишком много сил, слишком много эмоций, что эта победа, она казалась очень важной. Но вот именно эмоций таких, что фееричных, там особо не было. Вот, они пришли чуть позже, когда мы отдохнули. Ну и дальше финал. К сожалению, в финале нам не удалось выиграть ни одной игры. Но была, на мой взгляд, яркая игра, вот вторая на выезде, где мы уступили всего 2 очка. И, в принципе, была возможность победить в этой игре. Мы много бросали, в конце, к сожалению, не попали. Вот. Ну и дома, к сожалению, говорю, потратили слишком много сил на этапах четвертьфинала, полуфинала. И элементарно уже сил нашей команде не хватило, чтобы хотя бы одну игру выиграть. Это надо было сделать, но, к сожалению, как есть. Вот. Но я думаю, что серебряные медали для команды города Сыктывкара – это отличный результат. И действительно, то, что я родилась в этом городе и прошла путь от игрока до тренера, и то, что именно под моим руководством команда завоевала серебряную медаль, для меня это вот правда сродни чуду. Не то, что команда завоевала серебро, а то, что именно вот я завоевала это серебро, потому что
Я даже такого себе представить не могла. Я даже не мечтала об этом, если честно. Ольга, вы рассказали про капитана Анастасию Да. Лагунову, а кого еще можно отметить из девчонок? Вы знаете, не хотелось бы мне никого отмечать, потому что когда вот мы с командой разговаривали, и когда я давала какие-то установки команде, я всегда говорила, что очень важно оставаться командой. Неважно, кто сколько забивает, кто там, не знаю, будет брать больше атак. Вообще все это не важно. Важно оставаться командой, важно помогать друг другу, важно создавать друг для друга ситуации. И это была та мысль, с которой я пришла, которую я пыталась команде привить, и мне кажется, именно она и сработала. То есть действительно команда стала настоящим коллективом, настоящей такой ударной силой благодаря тому, что они играли друг для друга, а не каждый сам за себя. Я могла бы сказать про каждого игрока, который в нашей команде, добрые слова, даже про тех, которые не получали игрового времени, потому что, вы знаете, игроки, которые не выходят на площадку или выходят, но мало, и это очень эмоционально тяжело для них, и оставаться в тонусе, оставаться с командой в такие моменты очень непросто. А то, как живет скамейка, как они болеют, как они поддерживают тех девушек, которые на площадке, это, ну, не знаю, 90% успеха, 90%. Потому что я говорю, у меня был опыт разный, то есть были моменты, когда, например, скамейка умирала, что называется, и в такие моменты и команда на площадке переставала играть. Поэтому про каждого игрока у меня есть добрые слова, каждый из них был для меня важен и важен для игры командной. Поэтому мне бы не хотелось никого выделять. Анастасия Лагунова, я ее, скажем, отметила в том плане, что она дала вот этот импульс. И вот этот импульс все остальные девушки поддержали. Вот. Это было важно. А будут ли изменения в команде на предстоящий сезон? Да, к сожалению, нам не удалось сохранить даже тех игроков, кого бы мы хотели. Ну, так получилось. Не все от нас зависит. Иногда игроки принимают решения в зависимости от того, где они хотят находиться, может быть, рядом, ближе к семье своей. Кому-то, может быть, более выгодный контракт предложили. То есть такое тоже бывает. Поэтому, к сожалению, не удалось сохранить коллектив таким, каким он был в этом году. Будут изменения, но о них, к сожалению, я пока говорить не могу, потому что это все будет озвучиваться постепенно в соцсетях. И я думаю, что болельщики, которые следят за нашими соцсетями, все со временем узнают. Ольга, расскажите, пожалуйста, для наших неискушенных зрителей, как происходит процесс отбора новичков в команду? Это вообще очень сложный процесс. На самом деле не всегда получается взять тех людей, кого мы действительно хотим, потому что конкуренция высокая. И, скажем, есть клубы, которые предлагают более выгодные контракты, есть другие моменты. Например, вы знаете, что в Сибирь или к нам люди, игроки не хотят ехать, потому что мы там далеко от центра, сюда надо летать тяжело, да, то есть потому что это всегда перелеты минимум в 2 самолета, да, и игроки, скажем, выбирают все равно там, где удобнее, где может быть семья, опять же, тоже такие есть моменты. Вот, поэтому, выбирая, у нас всегда несколько кандидатур, ведутся переговоры, там наш менеджер Храмкин Олег Николаевич, он ведет переговоры, в зависимости от того, с кем удалось договориться, вот эти люди к нам приходят. Ну а, скажем, легионеров, если мы их не знаем, если они не играли в России, то, естественно, мы делаем анализ действий игрока, да, то есть видеоанализ, анализ статистики. Ну, исходя из этого, пытаемся понять, подойдет нам этот игрок или нет. Но проблема в том, что, что касается, например, игроков, которые
выступают в России, мы можем понять, что это за игроки, как бы склад их характера. Мы понимаем, как они будут вести себя в команде, потому что все равно все друг с другом делятся и рассказывают, что за человек, насколько с ним комфортно или некомфортно работать. А вот что касается легионеров, это всегда кот в мешке. Даже если мы понимаем, что приезжает очень сильный игрок с хорошей статистикой, с хорошими скиллами, но мы понимаем, что мы можем обжечься просто потому, что игрок, скажем, например, не очень мотивирован. Да? Он приехал денег заработать, а мотивации именно вкладываться в команду у него нет. Или может быть в плохих отношениях с командой. Поэтому здесь всегда довольно сложно угадать. Поэтому это всегда риск довольно серьезный. Ольга, а как происходит выбор капитана команды? Бывают разные на самом деле ситуации. Я сталкивалась с тем, что руководство назначает капитана, такое было. Но бывает так, что команда выбирает капитана. Да? И в этом году именно команда выбирала капитана и выбрали Анастасию Лагунову. Что будет в следующем году, пока я не знаю. Мы придем, соберемся всей командой, и я думаю, что уже будем решать, каким образом поступить на следующий год. На очереди интересный вопрос. Трудно ли быть тренером женской команды? Как работать в таком коллективе? Мы знаем, что вы тренировали мужскую сборную «Лузалес», любительскую команду. Где было сложнее? Конечно, сложнее в профессиональном баскетболе, естественно, потому что здесь и уровень притязаний выше, и у игроков, и у руководства, да, и, скажем так, тот уровень знаний, который необходимо иметь, тоже он гораздо выше. В то время я только начинала, когда я работала именно с любительской командой, это мои первые шаги, скажем так, в тренерской работе. Это не было для меня работой. То есть, во-первых, это было хобби. Я за это деньги не получала. Мне просто хотелось находиться на паркете, хотелось продолжать быть причастной к баскетболу. И поэтому мне предложили, я согласилась. И, скажем, сравнивать, наверное, нельзя. Все-таки профессиональный баскетбол – это совершенно другая история. В любительском баскетболе больше эмоций, больше удовольствия. В профессиональном баскетболе это все-таки уже работа, и это бывает тяжкая работа, которая требует очень большой дисциплины и больших усилий. Именно в плане, как работать с мужчинами или с девушками, с мужчинами, наверное, проще, потому что они более открыты и, скажем, ничего не держат в себе, эмоции у них всегда тоже на виду, и ты можешь понять, вернее, ты не можешь понять, тебе скажут о том, что кто-то чем-то недоволен или кому-то что-то не нравится. А по девушкам ты должен ловить знаки, ты должен их как-то все время выводить на разговор, все время, например, с каждой из девушек нужно разговаривать всегда, то есть это нужно делать постоянно. Ты должен с каждой из девушек команды ты должен быть в контакте постоянно, держать эту ниточку. Потому что если ты ее теряешь, то, соответственно, это может закончиться все очень плохо. Знаете, девушки, они влияют друг на друга очень сильно. Их настроение, оно может повлиять на человека, который с ним рядом. И как, знаете, домино, эффект домино. Да. Поэтому тут нужно прям держать ухо востро, это правда. Вы воспитанница Валика. Он был очень эмоционален во время игры, а вы в меру сдержаны. Что взяли в свою работу от него? Знаете, я бы не скажу, что я взяла именно от Григория Федоровича, но он воспитал во мне некоторые вещи. Мы играли там в команде несколько другое время было, да, и были очень большие нагрузки. И нагрузки физические, эмоциональные, они были гораздо больше, чем сейчас предлагаются спортсменам. И то, что во мне выработалось, так это терпение и выносливость, это 100%. Поэтому сейчас в работе мне тоже это приходится проявлять, поэтому я думаю, что тут огромная благодарность Григорию Федоровичу, во мне эти качества 100% есть.
А то, как он был эмоционален, вы знаете, на самом деле эмоции – это тоже инструмент тренера. И если это необходимо, я их тоже проявляю. Просто, может быть, это не так публично. Может быть, это на тренировках больше или в личных разговорах. Но эмоции – это то, что должен использовать тренер для того, чтобы руководить своей командой. И они есть. Просто, может быть, на публике не так это заметно. Задачи на следующий сезон уже поставлены? Об этом мы не разговаривали еще. Я думаю, что для начала нужно сформировать состав. И понимая составы других клубов, мы уже будем ставить задачи на следующий сезон. Но это, как правило, к началу сезона все происходит. Ольга, каждый родитель хотел бы, чтобы его дети были успешнее его. Ваши дети, Ульяна и Тихон, превзошли вас в баскетболе. Какие сейчас у них достижения? И Ульяна играет в сборной России. Да. Ну, на уровне именно детского баскетбола оба меня превзошли, потому что я играла в свое время за команду Сыктывкара, и мое самое большое достижение детское, я имею в виду, был победа на чемпионате Республики Коми. Дальше выше мы не заходили никуда. Мои дети, да, они сейчас в Москве. Ульяна играла за команду Тринта, и они становились дважды золотыми. Первый раз было серебро, вот 2 раза золото. Плюс она еще победительница спартакиады. Вот. Достижений у нее много. Она, кроме того, личные награды получала, то есть она там была и лучшим легким форвардом, потом она становилась лучшим игроком финальной игры, и в последний год, в прошлом году, она стала MVP по своему возрасту, и, конечно, тут она меня точно переплюнула. Да, она являлась игроком сборной Ю-16, Ю-18, то есть в прошлом году мы 2 сборные вместе прошли с ней. Вот. А Тихон как раз сейчас играет на финал чемпионата России среди мальчиков по 2010 году. Как раз сейчас идут игры. Вот. Поэтому какое место займут они, посмотрим. Вы были тренером команды, в которой играет ваша дочь. Насколько трудно тренировать своего ребенка? Да, это максимально трудно на самом деле. Это большие переживания. И я всегда избегала такой ситуации. Но в прошлом году так вышло, что мне предложили стать исполняющим обязанности главного тренера команды Ю-16, которая должна была ехать в Китай. И от такого шанса я не могла отказаться. Я понимала, что Ульяна будет в составе этой сборной. И, надо сказать, она меня не подвела. То есть работать именно в плане тренировок было тяжело, потому что мне казалось, что она может лучше, что она должна выкладываться больше. Это все время было напряжение между нами с ней. И не хочется, чтобы она меня воспринимала как тренера, хочется, чтобы она меня восприняла как маму, но на тот момент по-другому никак не могло быть иначе. И в Китае Ульяна проявила себя очень хорошо. Она действительно была лидером в этой команде и тащила, скажем, команду вперед. Не только она, но она в том числе. И она действительно поддержала меня, и я ей за это очень благодарна. Но сам тренировочный процесс был безумно сложным. Я надеюсь, что у нас больше не повторится. Надеюсь, наши пути пойдут параллельно вверх. Не секрет, что человек успешен, если его поддерживают близкие, если он черпает вдохновение в семье. Хватает вам времени на семью? К сожалению, да, с семьей времени практически не проводим, потому что мы живем сейчас отдельно, то есть дети и супруг в Москве, я в Сыктывкаре. Но поддержка у меня, конечно, максимальная. Мой супруг, он максимально вовлечен в баскетбол, максимально. Он очень увлечен, он следит, смотрит каждую игру, он постоянно
говорит какие-то слова, которые для меня действительно, вот, ну, кажется, что это вроде бы с одной стороны не важно, да, то есть, но когда это постоянно происходит вот фоном, знаете, то есть, да ты самая лучшая, да ты обязательно победишь, да я верю в тебя. И как-то волей-неволей ты начинаешь и сам вот в себя верить и думать, что да, наверное, мы чего-то достойны, что мы обязательно победим. Он присылает все время какие-то мотивационные ролики мне, да, то есть, ну, очень меня поддерживает, я ему безумно благодарна. Я думаю, что если бы не он, мне бы, может быть, вот в этом плей-оффе сил бы не хватило. А так его поддержка, она очень важна для меня. В таком случае, какие планы на отпуск? Отпуск будет очень коротким, потому что сейчас уже началась подготовка к работе в сборной Ю-18. Вот, и поэтому и времени как такового отдохнуть уже нет. Нужно готовить материал, готовить планы тренировочные. Поэтому с 25-го у нас уже начинаются сборы в Москве. Ну и все, и дальше уже работа со сборной непосредственно. Так всегда будет? Вот что времени на отдых нет вообще? Но пока буду востребована. Но надо ловить момент. Я считаю, как отдыхать, если у тебя сейчас есть возможность и ее не использовать, это, мне кажется, очень глупо. Вот, будем работать, пока есть возможность. Отдохнем, ну, когда ее не будет. А такое тоже может быть. Ольга, а насколько важна поддержка болельщиков? Ну, наши болельщики – это шестой игрок, так мы их называем, потому что лучшей поддержки нет ни у кого. Действительно, наши болельщики самые лучшие, самые громкие, самые преданные, потому что важно то, что они остаются с нами и в трудные моменты. То есть, если, например, зайдем, почитаем, там, что пишут в других группах, да, других команд, как только команда проигрывает, там сразу несется столько негатива, что просто ужас. Наши болельщики все равно девушки. Я помню, мы проигрываем, мы проигрываем. Игра заканчивается с проигрышем, но не знаю, сколько мы там проиграли, я не помню. И они начинают кричать: молодцы, молодцы, Ника, Ника. Это просто было невероятно. То есть люди, несмотря ни на что, несмотря ни на какие проигрыши, они продолжают верить в нас, продолжают оставаться с нами. Это дорогого стоит. Кроме того, они все время носят какие-то подарки девочкам. Это что-то невероятное. Они уже задарили их. Постоянно шоколадки, конфеты. Это постоянно происходит. Очень хорошие у нас болельщики. И я думаю, что их поддержка, их именно... И причем громкая поддержка, знаете, мы когда ездили вот сейчас играть с УГМК, и когда мы вот в той игре проиграли 2 очка, по-моему, наших болельщиков было лучше слышно, чем целый зал УГМК. И когда игра закончилась, и мы были очень расстроены, потому что мы были буквально там в одном броске от победы, и, скажем, состояние было такое довольно тяжелое. И трибуна, где стояли наши болельщики, они каждому игроку кричали, там условно «Ника, Ника», потом там «Оля, Оля», то есть они вот, несмотря на то, что мы проиграли, они вот свою поддержку постоянно нам выказывают. Это безумно приятно и очень мотивирует, конечно. Плакаты, которые они развешивают постоянно в зале, в том числе и когда они меня поддерживали, потому что в тот момент мы еще не понимали вообще, буду ли я тренером в этой команде. И я помню этот плакат: Ольга Леонидовна наш тренер. Вот. И, может быть, даже это как-то повлияло на решение нашего руководства оставить меня в этом сезоне. Не на следующий, а именно в этом сезоне. Вот. Поэтому поддержка со стороны трибун и по отношению к команде, и по отношению ко мне лично, она великолепная. Да. А теперь нас ждет блиц. Я буду задавать короткие вопросы, на которые вы можете давать короткие ответы. И первый вопрос. Самый яркий момент этого сезона? Победа над Оренбургом в четвертьфинале, 3-я игра. Вы довольны своей работой? Да, я довольна своей работой и, скажем так, счастлива тем, что она у меня есть, потому что это действительно любимая работа. Ваша мечта?
Я бы хотела оставить ее при себе. Ваше увлечение, кроме баскетбола? Я люблю читать, люблю встречаться с друзьями, ну, гулять. Очень люблю природу. Да. Ольга, спасибо большое, что провели этот день с нами, с нашими зрителями и болельщиками. Желаем вам, чтобы у вас все случилось так, как вы задумали. И до новых встреч. Да, спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень приятно провести время с вами. Спасибо.